Так, неутешительная картина, ребят. Короче, начал пилить. Как только эти две плахи провисли, сразу тут, короче, не выдерживает гвозди. Доска ушла. Вес большой, видимо. И сейчас видно, как прогнулось все тут. Хреновое дело, одним словом. Хреновая картина. Так. Отверстие большое надо делать. Так, ну что тут еще можно придумать? Без стойки, наверное, не обойтись. Придется сюда стойку сделать. Может, железную из профиля как-то придумаю я дома. Один профиль сюда железный вставлю. По-другому никак. По-другому никак, ребят. Это 100% придется мне профиль сюда привезти. Эту времянку, наверное, здесь оставлю. В следующий раз я профиль привезу, сюда поставим. Железную стойку такую. В принципе, не будет он нам мешать. Но и упору понадобится. И еще дополнительно, наверное, сюда вторую стойку сейчас из доски поставлю. Чтобы уже наверняка ничего не случилось. Это серьезное дело. Если что, эти 150 и 120 гвоздь прибил и только так тянет. Если ты ночью и на тебя так. Не, короче, я вторую стойку еще туда прибил. Самую главную волнительную работу, ребят, сделал я. Толком не знаю, сколько там примерно по диаметру там, чтобы до доски место оставалось, в общем. Спилил 3 бревна. Здесь вот такая для связки вот оставил, как бы до конца он идет.
Немножко она будет держать. Не скажу, что очень сильно. И тут тоже, ну, буквально там пару сантиметров, сантиметров 3-5. Вот. Ну, наверное, жесть сверху прибью. Сверху. Потому что снизу у меня, если прибить, в принципе, тоже можно. Нет проблем. Скажем, сюда прибил. Но у меня здесь 40-ка, а здесь 25-ка. Что-то неровно получится. Нет, сверху прибью, и чтобы глядеть, смотреть, что-то там как-то будет отходить или нет. Вот. Времянку, столб здесь поставил. Один. Отсюда я убрал. Сейчас, в принципе, должно все простоять. Так, ну что, здесь я закрою это отверстие. Прибью тоже досками. А там уже, сейчас уже, наверное, придется Дениса звать или сразу вторую крышу. Вот там уже отверстие сделать. Сейчас буду думать, что-то время дофига, ребят, у меня уходит. Что-то перебор. Медленно я работаю. Много прикидываю, смотрю, чтобы не ошибиться нигде, потому что это не так, скажем, но ответственная работа все-таки. Потолок бомбить. И чтобы ничего не развалилось. Самое главное. Интересно, он горит или не горит? Как стекловато он получается. Вон угли. Вообще. Вроде не горит, не загорается. Возле трубы там стоит, не стоит его ложить. Конечно, жар там 1000 градусов сейчас. Почернел так. Меньше становится. С землей, наверное, лучше не сравнить. Ну вот. Я не скажу, что он... Как не скажу, да вообще он не загорелся. Но смотрите, до какой степени он уменьшился. Он палка сразу загорается. Ух, жару-то сколько тут. Вон. Одним словом, в принципе, возле бревна можно сперва его ложить. Нет, не загорелся. Вон, смотрите, что осталось. Как бы комок такой. Но не загорелось. Так. В принципе, можно попробовать возле бревна там поставить. О, блин. Фу. Ну вот. В принципе,
Ништяк будет. Очень даже неплохо. Нормально. Так. Мне нужен Денис. Мне нужен дальше Денис работать. Так. Сверлить, пилить. Получается у нас. Ну вот такой вид снизу. Вот тут где-нибудь будем сверлить, пилить. На крышу подняться, там шифер надо убрать. Так, несколько штук. Так. Ой, блядь. Где мои 17 лет? На большом каретном. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Опа! Фу. Еще в прошлом году вроде. Или позапрошлом году. Что-то я тут делал тоже. Ремонтировал. Снимал. Вот такой обзор с крыши. О. Вот смотрите. Все зарастает. Здесь тропинка. Сейчас лодка спустилась. Денис еще не приходил. Он на поплавок пошел рыбачить. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Этот нам понадобится. Асбестовая или что там, труба это. Короче, есть такие случаи, что он даже от жары взрывается. Были у нас случаи в Нившере. Даже не один случай. Опасно, конечно, тут по крышам ходить. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Так. Что-то шаманил тут. Что-то шаманил. Чтобы не протекало. Короче, этот гвоздодер хороший был. Как-то машину я ремонтировал. Что-то там ковырнул и в общем сломал я это одно ушко. Потом болгаркой что-то там пилил. Похожее на гвоздодер сделал. Так. Денис, ты мне нужен. Куда ты ушел? Ай, блин. Так. Получается, это надо придется убрать. Так, и вот это еще убрать. Шифер тоже уже все. Вчера как-то комментарий оставлял одному из подписчиков.
Одним словом, в этих типографиях, где вот эти газеты, туда-сюда, журналы, там, короче, продают алюминиевые листы, где-то 60 на 70, наверное. Тонкие, конечно, как говорят, чуть толще пивной банки, но он алюминиевый, и, знаете, многие уже крыли крышу, можно постелить, укрыть крышу. Здесь у меня, в принципе, но если это начнет течь, здесь, в принципе, у меня ровный ровная крыша. Такс. Это потом придется нет убирать. Тяжелый, блядь. Шифер вообще неудобный материал. Он, короче, он тоже крепкий. Может долго прослужить, но когда вот ты этим, как сказать, кроешь крышу, вообще жесть. Ну что тут у нас? Так. Уху. Так. Получается у нас вот эту еще придется убрать. Ай, блядь. Вот эту убрать. Это еще 3 штуки. Блядь. Хреновое дело. Так. Ну что, Денис вернулся у нас с рыбалки. Сейчас покажу улов. Вон такие рыбины тут плавают. Вон. Плотва. Окунь даже есть. Вон они. Плотвички. Это, конечно, мелочь. Живцы. Но это уже на жаркое пойдет. Вечерком еще, может, порыбачим. А, Туланчик? Ой, всеядный ты мой. Щай. Еще дам. Дула. На. Так. Покажу, что я делал, но не снимал. Короче, я здесь на чердаке укрепил. Надеюсь, видно, там 2 доски прибил. Вон. Как бы сверху сейчас я буду пилить второе отверстие. Второе отверстие похоже на этот. Вон там. Вот отсюда видно. Как бы 2 доски спилил по уровню, по навесу. Должны совпадать. И спилю и уже поставим трубу. Глянем, что из этого выйдет.
Ну вот. Кадле. Тенед. Фух. Все, разбомбили избу. Ой, блин. Разбомбили избу. Так. Нормаль. Нормаль. Чуть-чуть. Где-то там-то. Нормальный ход. Уборка территории помещения. О, гвоздь торчит-то где, блядь. Вон он. Торчилова. Почему он сюда-то чевичкалама? Так. Все. В принципе. Все ништяк. Так. Пока здесь все оставлю. Тулан, подъем. Кончай ночевать, вставай, пришел. Тулан. Кончай ночевать, вставай, пришел. Как же я боюсь высоты. Ой-ой. Да я еще хотел в десантные войска служить идти. О, удочка. Раньше мы так прятали удочку под шифер. Как бы в сухом месте он всегда. Ну, этим обычно пушков я ловил. Ой, блядь, вот это да, колени болят. Ну все. Ну. Лег. Так, ну все, эти чурки тоже к костру. Выкинем все это дело. Туда спыр. Так, больше труба, помните, да чуй. Давай. Сейчас поломя мойка, но друзья, эти съетки не да, воздуха скупнуку там. Мы друзья здесь, уже друзья здесь колоетки. Так, кутн вермана. Кутан. Верман. Кутуштан. Сейчас смотри. Сейчас отчишь чабара. Jeszcze lekty. Major wil jeszcze lekty szkoła. No jeszcze. Jest zaśka. Ogarnę.
Purus ang cosa yan sulala naman. Так. Ну что, здесь вроде нормально все. Хотел жесть сверху подложить, но в голове все изменилось и решил вот так. Короче, снизу все укрепил. Ну, вполне достаточно упругий. Это 0,5 лист. Если 0,7 вообще идеальный был бы. Но здесь небольшой зазор, но это все закроется. Здесь еще затянуть где-то один болт нужен, а вон он здесь. Тут. Так, затягиваем до упора, что возможно. Прокручивается. И там асбестовый шнур вместо прокладки вставили. Не знаю, может, будем надеяться, что дым не будет просачиваться. Если что, длиной там закроем. Ну все, это здесь работу закончили. Еще подмести, сверху утеплить там. А сейчас я залезу на крышу.